пресс-служба «Осетия ТВ». Главные темы выпуска. В Северной Осетии назначен новый глава ФСБ. Им стал Сергей Трушкин. Он сменил своего коллегу Олега Яцкова, который возглавлял республиканское управление в течение 5 лет. В День гражданской обороны по всей стране прошли тренировки спасателей. Сотрудники МЧС Северной Осетии также приняли участие в учениях. Спасатели отрабатывали действия при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. Работы 85-летнего Хаджумара Сабанова в лучших музеях республики. Художник создает шедевры искусства, не имея профессионального образования. Сегодня в музее имени Туганова открылась его персональная выставка. Эти и другие темы далее подробно. Нового начальника республиканского ФСБ представили главе Северной Осетии Таймуразу Мамсурову. На встрече обсудили ситуацию по обеспечению безопасности на Северном Кавказе, существующие угрозы и меры их предотвращения. Сергей Трушкин родился в Мордовии, с 1989 года служит в органах госбезопасности. В День гражданской обороны по всей стране прошли тренировки спасателей. Сотрудники МЧС Северной Осетии также приняли участие в учениях. Спасатели отрабатывают действия при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, разбирают завалы, тушат пожары и проводят химико-биологическую разведку зараженной местности. Со своей работой они справляются на отлично. Недаром сотрудники специализированной пожарно-спасательной части считаются работниками широкого профиля. Также в рамках тренировки в республике провели учебные мероприятия, направленные на подготовку различных ведомств к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Специалисты развернули пункты выдачи средств индивидуальной защиты, посты радиационного и химического контроля, а также организовали эвакуацию населения. На практике отработали первоочередные задачи гражданской обороны. Всероссийская тренировка, которая уже стала традиционной, в этом году проходит в течение 5 дней. Завершится она 8 октября. Яна Гагиева, Алан Кайтуков, Осетия ТВ. Совсем скоро эти места снова заполнятся преданными поклонниками театра. Спектаклем «Похороните меня за плинтусом» открывается новый театральный сезон. Итак, зрители в предвкушении, актеры готовы. Пора садиться на места. «Похороните меня за плинтусом» – постановка известного режиссера Марка Розовского. Его спектакли в Москве неизменно собирают аншлаги. Сегодня Розовский работает с артистами Русского академического театра. Я приходил с удовольствием, отдавался этому своему делу. Поэтому это, конечно, великое для актера счастье поработать с таким режиссером. Тем более, так скажем, в моем молодом, так сказать, возрасте. Это удача огромная. Удача, я очень этому безмерно рад. Новый сезон определенно еще удивит зрителей многими захватывающими премьерами. Работа Марка Розовского задает высокий тон предстоящему году. Повествовательный спектакль для театра оказался интересной находкой. Простая, вдумчивая работа о семейной драме должна особенно понравиться поклонникам одноименной книги. На премьере в Москве присутствовал сам автор повести и высоко оценил работу театра у Никитских ворот. Некоторое время назад я прочитала книгу Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом», и мне крайне интересно увидеть постановку Марка Розовского в нашем русском театре. У нас и так великолепная труппа, так еще под руководством такого великого режиссера, можно сказать. Поэтому очень дождусь начала спектакля. Веселая и в то же время печальная история о детстве смышленого парнишки заворожила всех, даже самых строгих критиков. Наталья Алексеева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. В музее имени Туганова открылась персональная выставка Хаджумара Сабанова. В свои 85 он по-прежнему полон сил и вдохновения. Художник-самоучка увлекся рисованием еще в детстве. Писал карандашом дома и на уроках, тайком, чтобы учитель не ругал. Профессионально Хаджумар Сабанов занялся живописью лишь в 40 лет. На его картинах, полных света, герои участвуют в турнирах и сражениях или заняты повседневными делами. Глубина его пейзажей измеряется высотой гор и парением орлов. Работы Хаджумара Сабанова в руках искушенных коллекционеров. Я их продал, за границу уехали, в Америку одна работала, уехала, в Швейцарии 7 работы уехали, в Швеции одна работа уехала, Франции 2 работы уехал. Вот такой. А теперь жалею. Хаджумар Сабанов – один из немногих художников, хранителей музыкального фольклорного наследия. Долгие годы он был солистом мужского хора национальной песни Госфилармонии. На открытии своей выставки художник исполнил одну из любимых песен.
картины пронизаны легендами, картины пронизаны героическими песнями. Он как бы хранитель вот этих традиций, хранитель наших обычаев через легенды, через сказки, которые рассказывала ему его мама Хаджигуам, и которые он впитал в себе в детстве. В общем, я считаю, что большая радость, что сегодня мы имеем возможность общаться с ним, общаться с его картинами, слышать его песни. Хаджумар Сабанов одинаково любит резьбу по дереву, пение и живопись. Его произведения хранятся в художественном музее имени Туганова, в Национальном музее Северной Осетии и в частных коллекциях. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Судьба Суперкубка ЛЛК решилась в серии пенальти. Сезон Лиги любительских команд подошел к концу. Самый популярный футбольный молодежный проект завершился матчем между чемпионом Лиц-12 и обладателем кубка Моздокской Алании. Лиц открыл счет в первом тайме, гол забил Каха Багаев. Во второй 45-минутке Алания сравняла счет, отличился Тамерлан Фидаров. В итоге в основное дополнительное время команды не смогли выявить победителя. Судьба Суперкубка, как и Кубка, решилась в серии пенальти. И вновь удача оказалась на стороне моздокских футболистов. Алания – первый обладатель Суперкубка ЛЛК. Поздравляю вас от души. Вы достойная команда, одна из лучших в этой лиге. Я рад, что мы именно вам проиграли. Как это вы не звучало так? У нас в Моздоке теперь есть братья, у вас здесь есть братья. Ребята, а вот то, что вы решили так, то, что проигравшая команда вручает кубок победившей, то, что без обид мы приняли поражение именно от вас, и вас поздравляем. Суперкубок ЛЛК победителям вручил капитан проигравшей команды. До нового розыгрыша трофей уезжает в Моздок. Очень трудно было стать чемпионом, но благодаря вот таким командам, как Алания, Афган, Кабам, все команды, Риг, все наши братья, со всеми было тяжело играть. Но мы как-то вырвали это победительство или чемпионство, так сказать. А вот кубок и суперкубок мы проиграли достойнейшим ребятам из Моздока, нашим братьям. Для нас самая главная была задача — это выиграть лигу. А вот эти все множества кубок, суперкубок мы достойно проиграли нашим братьям.